Зараз ми знаходимося на зустрічі. Представників Валерія Воронецького. Я понял. Собралося шмат людей. Ну, дорогие друзья, вы, насколько понимаю, уже поняли, что перед вами тот депутат, с которым и вы хотели встретиться с одной стороны, с другой стороны я хотел встретиться. Зовут меня Воронецкий Валерий. Я всех приветствую, рад встрече искренне, друзья. Прежде чем я хочу сказать два слова, что на самом деле я давно уже не встречался со своими избирателями в таком количестве. Я рад, что такой большой интерес. Я благодарен вам за то, что вы нашли время, свое личное время, вы решили потратить на встречу со мной для разговора со мной. Я думаю, что эта встреча пройдет в таком нормальном, рабочем, конструктивном русле. Со своей стороны я обещаю вам, что буду максимально открытым, откровенным и честным, поэтому я готов к самому честному, прямому, открытому разговору. Ну а сейчас... Спасибо вам большое за вступительное слово. Что мы хотели сказать перед нашими вопросами? Причина нашей сегодняшней встречи связана со сложившейся ситуацией в стране и отсутствием понимания граждан как нашего округа, так и в принципе в стране по срокам, и таким образом этот кризис будет разрешен. Со своей стороны мы хотим обозначить цели сегодняшней встречи. Цель понять вашу позицию как депутата по полномочным гражданам вопросам. Цель вторая – это поиск решений и выхода из сложившейся ситуации в стране. И построение конструктивного диалога между органами государственной власти и граждан нашей страны. Мы предлагаем следующий формат встречи. Вначале хотелось бы дать слово вам, вступительное слово. Далее мы подготовили несколько информационных блоков вопросов, которые хотели бы обсудить на этой встрече. Считаем их наиболее важными на сегодняшний день. Это такие будут, как прошедшие 5 августа выборы. Второй блок – это применение силы после выборов. Третий блок касаться будет соблюдения законодательства. И четвертый блок – диалог власти и народа. Далее, возможно, кто-то из зала захочет дать вопросы депутату. Такая возможность будет предоставлена. И чуть позже объясню, каким образом это можно будет сделать. После этого мы проведем итоги нашей встречи. Собственно, разойдемся. Немножко хочется сказать о правилах нашего собрания, чтобы оно прошло максимально конструктивно. Просьба ко всем присутствующим сохранять спокойствие и соблюдать нормы общения. Не кричать, не перебивать собеседника. Теперь, что касается вопросов из зала. С учетом ограниченности времени, просьба в рамках сегодняшней встречи не принимать вопросы благоустройства, ЖКХ, ну и так далее. Придерживаться тех важных тем, которые были обозначены выше. Сейчас на экране вы видите группу в Telegram, адрес группы, куда можно написать свой вопрос, и он будет озвучен депутатом. Также можно записать вопрос на листик и передать его мне. Я его буду озвучивать. Вот в листике, если у кого-то нет телеграмма. Также в зале людей много собралось, достаточно душно, поэтому стоит вода, ее немного, но, пожалуйста, подходите, делитесь, необходимо. Что еще хотела бы сказать перед началом наших вопросов? Сказать вам спасибо за то, что оперативно отреагировали на наш запрос по встрече. И мы, по сути, расценили это как готовность к диалогу. И, естественно, на сегодняшний день это очень важно для наших граждан и для нас, в принципе, для наличия конструктивного диалога с гражданами. Вот. Предварительно, перед стартом вопросов хотели услышать какие-то слова. Если кто-то хотите сказать, еще готов послушать, либо начнем наши вопросы. Хорошо, спасибо. Я со своей стороны, прежде всего, уважаемые друзья, хотел сказать о том, что все мы здесь, независимо от наших взглядов, пристрастий, позиций, мировоззрений. Да? Самое главное,
что мы все с вами граждане Беларуси, и нам не безразлична судьба нашей страны, нам не безразлично то, что сегодня с нами происходит. У каждого из нас есть свое видение дальнейшего развития, но самое главное, что все мы любим свою Беларусь, свой дом. И все мы хотим активно участвовать в его обустройстве. Все мы хотим, чтобы мы сами и наши дети и внуки жили в этой стране, чувствуя себя в полной безопасности, понимали, что наши свободы, наши достоинства уважаются, те сакральные ценности, которые даны нам от Бога. И я думаю, что на это мы должны все работать. И очень здорово, что все-таки, наверное, за последнее время в общественном сознании произошли очень серьезные, я бы сказал, кардинальные изменения, связанные с тем, что мы стали действительно чувствовать себя одной единой семьей, нацией, ответственной за ситуацию в стране. И поэтому, уважаемые друзья, я хотел бы подчеркнуть этот момент, как я это вижу, что, к сожалению, наверное, произошла такая ситуация, когда наши потребности, потребности общества, видение современного развития нашей страны, они пришли в противоречие с теми сложившимися общественными отношениями, которым уже где-то, наверное, лет 20-25. И для нашего 21 века это, конечно, очень большое время. И есть несоответствие, которое вылилось в такой кризис, очень острый кризис, который мы все переживаем. И триггером этого кризиса и проявления вот этого конфликта требований современного общества, да, к организации жизни в нашем доме и теме общественных отношений. Триггером явилось, конечно, на мой взгляд, в первую очередь, это то, как были проведены выборы, да. К сожалению, я думаю, что совершенно абсолютное большинство людей разделяют такой подход, что они были проведены таким образом, что они не вызывают доверия у граждан. И я хочу сказать, что, конечно, за это большая ответственность лежит на Центральной избирательной комиссии и в целом на власти. Хотя Конституция всю ответственность за проведение выборов возлагает на ЦИК, и практически наше законодательство не дает особых возможностей ни гражданам, ни наблюдателям для апелляции к ЦИКу по самим процедурам, по нарушениям и так далее и тому подобное. И это проблема нашего законодательства. Безусловно и однозначно. Законодательство по выборам должно быть кардинально изменено и соответствовать тем требованиям, которые сегодня предъявляются к выборам и международными организациями, а самое главное нами с вами. Мы должны быть уверены в том, что наши голоса не пропали, их не украли, их не изменили, их не сфальсифицировали. Вот над этим нужно обязательно работать. Я должен сказать, что
об этом достаточно давно говорилось, в том числе и говорилось по линии БДИП, ШБСЕ и других организаций. К сожалению, мы не сумели, да, своевременно внести эти изменения, и в этом смысле, в том числе и на законодателях, и на мне лично также лежит эта ответственность, что мы не настояли и не обеспечили избирательное законодательство, которое бы соответствовало современным требованиям, да, к справедливым, прозрачным, транспарентным выборам и избирательному процессу. И, конечно же, люди, мы с вами, имели право на то, чтобы возмутиться или даже негодовать тем, как этот процесс был организован. И люди имеют право на мирный протест. Это очевидно. Я просто хочу сказать, что мы все должны понимать, и в сознании и чиновника, и депутата, и любого представителя власти должно быть понимание, что эта страна, эта земля принадлежит народу, нам принадлежит. И когда-то ее наши предки, они отстаивали ее с кровью, с потом, они защищали ее, тратили свои жизни для того, чтобы мы, потомки, их дети, внуки, правнуки, жили на этой земле, будучи хозяевами, будучи господарами, по-белорусски кажучи, на этой земле. И поэтому народ, источник власти, имеет все основания для того, чтобы определять то, как жить на этой земле, как организовывать жизнь в наших городах, в наших поселках, в наших селах. Поэтому я здесь солидарен с тем, что люди, если возмущены, они имеют право свой протест, свое возмущение вылить каким-то образом и показать государству, что мы не согласны. Потому что мы, народ, хозяин этой земли. К сожалению, вместо того, чтобы с пониманием отнестись к этому и выйти на диалог со своим народом, к сожалению, власть продемонстрировала силу. Но дело не в силе. Если это все делается в соответствии с законодательством, значит, это мы видим массу примеров, да, и в мире, и в Европе, и так далее. Вопрос в том, что был перейден Рубикон, то есть та красная черта, за которую переходить нельзя, потому что Конституция гарантирует нам, гражданам, отношение к нам, уважение к нашим свободам, уважение к нашему достоинству и категорически не допускает ни унижения нашего достоинства, ни тем более насильственного отношения, тем более пыток и всего остального насилия и насильственных действий, которые прямо Конституцией не запрещаются. Но мы, к сожалению, с вами, тогда, когда, может быть, многие смогли получить доступ в интернет, мы увидели, насколько много фактов прямого беспредела творилось в отношении, собственно говоря, наших детей. Я говорю, по крайней мере, про себя, про свой возраст. Это наши дети. И, конечно, это не могло не вызвать соответствующие реакции. И я могу сказать, что, наверное, очень мало есть людей, которые не переживают в нашей стране за то, что произошло. И я сам 12 числа публично, в той форме, в которой я мог это сделать,
призвал государство прекратить раскручивание окружения насилия, потому что на кону на самом деле будущее нашего государства и нашего белорусского дома. Это на самом деле так. И дальше, что я хотел бы сказать, что прошло время, прошел этот пик напряжения, которые создали, как бы стали триггером вот этих протестов и так далее. И здесь, конечно, нужно просто от власти, от нас всех, от депутатов, от исполнительной власти, от силового блока, нужен просто обычный, нормальный, прямой разговор со своим народом, со своими людьми. И более того, я думаю, что в этой связи, конечно, недопустимы действия, которые дальше как бы подливают масло в огонь. А мы сегодня видим, значит, когда, опять же, значит, то, что происходило на днях в отношении, значит, студенческих протестов, то, что журналистов, ну, скажем так, нарушение закона о профессиональной деятельности, да, их задерживают. Сейчас мы видим то, что произошло и происходит с, значит, невозможностью въезда в страну архиепископа Кондрусевича. Это все те вещи, которые не способствуют успокоению ситуации, установлению диалога, согласия в обществе. И это создает новое напряжение. Такого быть не должно. Поэтому я как депутат, я открыто об этом считаю своим долгом говорить и говорю. Я не вижу для себя другой возможности, потому что это моя страна, мои деды и прадеды во многих поколениях жили на этой земле, и их могилы здесь. Я надеюсь, что и мои дети, и внуки, и правнуки будут жить на этой земле. И только мы с вами, граждане этой страны, имеем все основания для того, чтобы самим определять, как жить дальше. Насилие в нашей стране больше повториться не должно. И если говорить о нашей молодежи, это наше будущее, это наша страна. И поэтому очень плохо, что власть сегодня оставляет шрамы на будущем нашей Беларуси. Теперь мы перейдем к нашим вопросам. Первый блок, который мы хотим обсудить, касается выборов. Приглашаю Всеволода. Давайте поддержим. Добрый вечер, плохо меня слышно. Я не знаю, как мне лучше устроиться. Да, как считаете, как вам комфортно? Давайте, сюда встану. Меня зовут Всеволод Орехов. Как Владимир сказал, что он ни разу не встречался с таким большим количеством избирателей. Я ни разу не встречался с депутатом, для меня тоже это уникально абсолютно. Сразу скажу такой момент. Еще вчера я не думал, что я буду здесь присутствовать. И когда я услышал о встрече с депутатом, у меня была такая мысль: депутат, власть. И знаете, негатив пошел. И я сам себя пытался убедить. Он не милиционер, он не из избирательной комиссии. И то, что, насколько я знаю, к вам обратились граждане с просьбой об этой встрече, и вы согласились,
ну, раньше, скажем, там, положенного срока, вы организовали место. Наверное, есть этот диалог, да, который мы все очень хотим. Спасибо. Я родился, вырос в Серебрянке, отучился в 123-й школе. На сегодняшний день я владелец, собственник небольшого бизнеса. Политической жизнью не интересовался никогда. Последний раз в политической жизни участвовал в 2006 году. Ну, голосовал за президента, да. Потом выяснил результаты, и вот сколько, 14 лет меня особо ничего не беспокоило. В этот раз я, как и тысячи других людей, решил, а почему бы мне не удостовериться в том, что многие говорят, что выборы фальсифицируются, да? Ну, все говорят, вы знаете, да, из года в год их фальсифицируются. Ну, и у меня, как у многих людей, банальная такая мысль, ну, а пойду-ка я стану членом комиссии, сам посчитаю, я честный человек, и у меня есть свои предпочтения, вне зависимости от этого я гарантирую, что, ну, я вот как есть, так есть. И потом всем друзьям буду рассказывать, думаю, блин, это же всем выгодно, да? Я буду говорить, что, ну, ребята, на моем участке проголосовали так. Подал заявление, не попал, это понятно, решил идти в наблюдатели. Подал заявление, потом известный указ, когда у нас ограничен до 3-5 человек, тем не менее пошел. Еще накануне того, как пойти на избирательный участок, я понятия не имел, зачем я это делаю. То есть, как бы, ну вот, а что я, нас же не пустят туда, да, там же коронавирус, ну, которого не было и который мы победили, да, но все-таки нас туда не пускают. Что я буду делать? И знаете, вот по итогу первого дня я понял, зачем я туда пришел. Ну, у меня записочка есть, это с цифрами. У меня был 15-й участок, 14, 15, 16 участки в кинотеатре «Салют» находились. В первый день мне и моим коллегам повезло. Нам разрешили сидеть у входа в комнатки, в которых происходило голосование. Я сидел, даже полдня, думаю, вообще нормально. Завтра ноутбук, наверное, возьму и буду работать параллельно, да? И считал, ну что я делал? Считал. Ведь я ж не мог там наблюдать, кто там что делает. Ну, думаю, ну как есть. Вечер, вывешивание протокола, я его фотографирую. И у меня вот такое, смотрите. То есть я сижу, считаю всех, кто заходит в комнатку, в мою, в 15-й участок. Зашло за день 44 человека, 4 августа. 44. В протоколе проголосовало 148. Я такой выхожу, так, телефон, бумажка, телефон, бумажка. У меня такая дебильная улыбка на лице была. И там подходит мой коллега с другого участка, коллега с третьего участка, а у вас что? Примерно то же самое, в 3 раза цифры. Ну, как бы разошлись. Значит, у меня маленькая дочка, эта фраза всплыла, а так можно было? И вот по итогу первого дня я понял, вот зачем-то, да, то есть, ну, посмотрим, что дальше будет. Ну, на второй день на меня вызывали милицию, нас пытались провоцировать у входа в кинотеатр «Пьяная молодежь». Было много всего неприятного, сейчас не про это. Сейчас просто про цифры. Так как со второго дня мы уже не могли считать участки, нас выгнали из кинотеатра. Что мы решили делать? Считаем суммарный вход в кинотеатр. Кинотеатр, да? Представьте, что такое кинотеатр? Один вход, больше все закрыто, ничего не работает. Кинотеатр не работает, бар не работает, там участок. И поначалу был такой соблазн, слушайте, это же точно не голосует. Это уже 3-й раз заходит. Мы такие, стоп, ребята, считаем все, кто входит в кинотеатр, да? И вот смотрите, что получается. По итогу 5 дней досрочного голосования. Я не буду говорить какие-то такие дурацкие юридические фразы. По данным наблюдателей проголосовало столько, по данным там... Мы не знаем, сколько проголосовало, потому что нам не дали возможность считать, смотреть, как там голосовали. Что сделали наблюдатели? Можно сказать, сколько человек зашло в кинотеатр? Сколько зашло в кинотеатр? За 5 дней досрочного голосования в кинотеатр зашло 871 человек. Проголосовало 1977. То есть, еще раз, да, зашло 871, проголосовало 1977. Как это возможно? Валерий, если можно параллельно, с вопросом, как вы считаете, как такое возможно? Я обращаюсь к Валерию, или вы будете отвечать на вопрос? Я прошу прощения, кто вы? Я помощник. Вы помолчите, пока помощник. Можно Валерию задать вопрос, да? То есть вопрос такой, просто по-человечески я ни на что не провоцирую. То есть вот зашло столько-то, как это возможно? Коллеги, я, во-первых, действительно, моя вина, что я не представил, да, здесь есть и мои помощники. Я попросил Александра Кузьмича, он юрист, является моим помощником, которого, естественно, юридический подход сразу, да, то есть, вы понимаете. Поэтому я прошу здесь, понимание отнестись. Я понимаю, что здесь дело не все-таки в каких-то юридических данных, да, вы показываете ту картину, которую вы видели. Я не смогу объяснить это, как такое возможно.
Понимаете? То есть, ну, понятно, что происходило что-то не так, да, не по закону, да? Можно с места не Уважаемые граждане, пожалуйста, ведите себя спокойно. Уважаемые граждане, пожалуйста. Давайте вести диалог конструктивно. Да, ребята, ну на самом деле, вы же на диалог настроены. Ну, то есть вопрос у меня, смотрите, Ну, то есть не я юридический, вам да? ответа на это дать не могу, да? Ну, то есть это невозможно физически, правильно? Если, ну, не может проголосовать на 1000 больше, чем вы зашло. там были, вы не можете это объяснить, да? Я там не был, и я тем более не смогу объяснить. Есть фальсификация, что тут еще объяснять, что непонятно. А помогите нам, пожалуйста, чтобы нам не мешали вести эту беседу кто-нибудь. Слушайте, ну просто понятно, что можно давать такие оценки, да, но, наверное, здесь, как у нас принято, да, только суд может решить. Ну, то есть, смотрите, вопрос. То есть вопрос по вот этим цифрам, да, то есть, ну, я задал, да, а дальше возникает такое, знаете, у меня было желание, но вот я думаю, я же у нас еще депутат, ну, я же знаю, что я честный человек, и я же знаю, что я настоял на счету. Я скажу, Валерий, ну вы же мне верите, да, ну так как-то по-детски, по-пацански. Потом думаю, ну хорошо, Валерий скажет, ну я вам как бы нет повода не верить, но ведь в комиссии тоже уважаемые люди, но почему я им должен не верить? Я понимаю, что это какой-то несерьезный разговор, типа, вы за нас, не за нас, верю или не верю. Но у меня возникла другая мысль, ведь что получается? Вот зашло столько человек, проголосовал нам на 1000 больше, да, физически невозможно, физиологически невозможно, значит кто-то врет. Либо я, либо там члены комиссии. Но как это выяснить, да? Как это выяснить? Я сказал об этом, что, к сожалению, наше законодательство позволяет апеллировать только Центральную избирательную комиссию и районные избирательные комиссии и так далее. Да? И я думаю, что, наверное, по этому случаю, да, какие-то жалобы, да, подавались, наверное, вот вами или конечно. да, и каков был результат? Никакой. Вам даже не ответили. Значит, была подана коллективная жалоба по моим 3 участкам, ну, по моему участку с моими коллегами, так как мы считали. Да, мы описали всю эту историю, в том числе мы там говорят, ну, нам же платят деньги, вроде как мы купленные. Вот, я, кстати, говорю, да, мне никто не платит деньги, я добровольно. И мы написали простую человеческую фразу, после вот этих вот цифр зашло, проголосовало, да, что, ну, это не поддается законам, нашему пониманию законам физики и математики, да. Мы направили в прокуратуру. Пришел ответ, что направлено как-то там обращение дальше в ЦИК, и на этом точка. Никакого ответа. Коллеги, ну это то, о чем я сказал, что законодательство имеет наше в этом смысле очень много изъянов, да, которые не позволяют гражданам в итоге обратиться, обжаловать решение Центра избиркома в суды, да, разных инстанций и так далее. Поэтому, ну, это та, на самом деле, проблема, да, которая привела к очень серьезным потрясением для государства. И ее нужно решать. И решать ее нужно в первую очередь парламенту, да, потому что мы должны самым оперативным образом рассматривать вопросы избирательного законодательства и вносить все коррективы, которые сегодня позволят проводить выборы таким образом, чтобы вот такие вопросы больше никогда не возникали. Вот. Хорошо, спасибо. Так вот и вопрос. Получается, смотрите, у нас есть данные наблюдатели считали, есть данные комиссии. Они не сходятся. Мы подали в соответствии с законодательством жалобу. Она, ну, фактически проигнорирована, да. И вот сегодня у нас встреча с депутатом. То есть, условно говоря, знаете, как это, не знаю, один пацан пришел на диско, меня побили, вот он меня избил. Второй говорит, нет, я его не бил. Ну, пришли и бил, не бил. Ну и что, милиционер поверит тоже, но он сказал, все, идите. Да, вроде как не стал разбираться. Ну, пришли они к дяде, к взрослым, говорят, там, или папе, папа, помоги, да, вот он уже с папой. Мы пришли сегодня к вам, к депутату, с вопросом с таким. У нас есть проблема, не сходятся цифры. Сильно. Здесь подготовлена сумасшедшая глубокая презентация ребятами. Там 28 слайдов. Они собрали по нашему округу, по всем участкам, по которым были данные, нарушения. Сколько нарушений там? Там больше 30 всевозможных нарушений, они по графикам. Если вы не против ознакомиться потом, так как, ну, это сейчас не Я информация. не против, более того, да, вот если вы мне даете всю эту фактуру, так, я готов
сделать соответствующее обращение, да, в ЦИК с этим же вопросом. И можно предполагать, да, поскольку выборы – это исключительная компетенция ЦИКа, да, скорее всего, поскольку депутаты, да, и парламент не имеют ни малейшей компетенции в этом вопросе, да, с точки зрения, ну, ответственности, да, потому что это только компетенция ЦИКа. Скорее всего, будет такой ответ, что, ну, я не знаю, все хорошо, да, или все нормально. Я не знаю, но я готов это сделать. И я это сделаю. Спасибо. Да, вот показаны различные нарушения. На самом деле, хотелось коснуться только двух цифр. Цифр по досрочному голосованию. Поставьте третий, наверное, слайд. Досрочное голосование за 4 августа по всем округам, которые едут по всем участкам. Нет, не это слайд, чуть-чуть раньше. Смотрите, это очень коротко. Явка за 4 августа по 22 участкам. Всего у нас 24, 28? 28. Вот по 22 есть данные. Данные комиссии, видите, по данным наблюдателей проголосовало 846, по данным протоколов 3389, превышение в 4 раза. Это вот просто один момент. И следующий слайд, еще более важный. Люди инициативные, несмотря на весь ужас, который происходит, взяли на себя риск, страх, ответственность и пошли после выборов собирать подписи с людей, которые сказали: я голосовал за Тихановскую, да? И люди, которые не побоялись поставить эти подписи. Смотрите, здесь приведено всего лишь 3 участка. 34, 38, 39. Ну ладно, черт с ней с платформой «Голос», да, там непонятно что, какие алгоритмы и так далее. Но смотрите, вот в протоколах написано, что проголосовал за Тихановскую по 3 этим участкам 630. Есть листы с подписями граждан, их 857, которые сказали. Это те, кто пришел на улицу, подписался. Это же можно проверять. Поэтому... Я не заканчиваю, я просто хотел, чтобы мы еще раз резюмировали. То есть есть сумасшедшая проблема с нестыковкой цифр, да, и вы уже это сказали, но можете еще раз вот резюмировать, что вы как депутат, как вы нам можете помочь в, скажем так, инициировании разбирательства по несоответствию этих цифр? Значит, давайте, что касается ваших фактов, документов, да, вопросов. Я понял. Значит, еще раз, с учетом того, что вы сказали, у вас собраны определенные материалы, документы и так далее, я думаю, что вот надо, чтобы вы сейчас передали их Александру Николаевичу, да? Мы с ним сформулируем обращение, да? И по итогам его рассмотрения в ЦИКе уже я проинформирую вас или всех избирателей, как мы уже договоримся. Я единственное, Александр Николаевич, просто как юрист, если вам есть 2 слова, да, коротко добавить по этой ситуации, да, прояснить, чтобы было понимание у людей с точки зрения позиции, пожалуйста. Слышно меня, да? Я понимаю вопрос, к которому Всеволод обратился. Я думаю, если есть здесь юристы, они в курсе, были знакомы уже с избирательным кодексом и видели о том, что у нас действительно в избирательном кодексе указаны основания именно, когда граждане, которые считают, что нарушено законодательство о выборах, либо же о проведении референдума, вправе обратиться с жалобой, либо же обращением, и указано, какие государственные органы, либо же в комиссии. Всеволод вот только озвучил то, что действительно были такие обращения, их, я так понимаю, обращение было в прокуратуру. Прокуратура после этого перенаправила, я так понимаю, это обращение в территориальную комиссию, что и предусмотрено действительно избирательным кодексом. Я хочу, чтобы вы понимали, что сказал Валерий Иосифович. Я с ним полностью согласен. К сожалению, действительно, у нас на сегодня, у граждан, именно у вас, избиратель, точно так же и у меня, и у депутатов, и у других, нет возможности надлежаще обжаловать действия, либо же территориальной избирательной комиссии,
либо же действия должностных лиц, которые присутствовали, либо же находились в этой комиссии. И указано лишь в статье 49 там, со значком 1, в каком случае, как могут быть обжалованы именно вот эти нарушения и куда могут. Но, к сожалению, самое страшное в том, что мы не получаем, мы не видим, вы здесь все находитесь, мы, к сожалению, я бы хотел бы увидеть хотя бы один ответ, надлежащий он, ненадлежащий, в полном объеме, на все доводы ваши, там имеются какие-то как бы разъяснения, чтобы видеть, чтобы нам было с чем-то обратиться, поскольку мы, к сожалению, на сегодня не можем огульно вот так вот сформулировать, это то же самое, что ничего получить депутату, либо же кому. Поэтому, если вы предоставите ответы, то, конечно, мы можем направить соответствующую Центральную избирательную комиссию, чтобы они пояснили, как такое вот, Всеволод приводил эти цифры, могло быть. Что случилось. Далее, что бы я хотел сказать. По поводу обжалования результата. То, что вот сейчас хотели сказать вы, то, что хотели сказать другие граждане на встречах депутатов, я понимаю, о чем вы говорите. Вы считаете о том, что если здесь нам приведут эти цифры, кто-то еще приведет цифры, вы полагаете о том, что выборы можно признать недействительными. Но нет, к сожалению, у нас избирательный кодекс не позволяет. И на сегодня, вот, когда мы смотрим в интернете, наши кандидаты, которые обжаловали результаты, я, конечно, не видел, что там было за результаты, какие там ответы. Было отказано удовлетворение, я так понял, даже вообще отказано в возбуждении дела. Поэтому у нас могут обжаловать в соответствии с избирательным кодексом только кандидаты. И сегодня депутат говорит о том, что действительно нужно совершенствовать избирательное законодательство, поскольку на сегодня результаты, выборы состоялись, составлен протокол Центральной избирательной комиссии, и на сегодня сказать о том, что я признаю, либо не признаю эти выборы, это невозможно. Почему? Потому что в соответствии с законодательством все сделано. Но вот эти нарушения просто избирательный кодекс, он не дает возможности учесть. Поэтому Валерий Иосифович, он и говорит о том, что будут сделаны по итогам предоставления ответов, либо же по итогам предоставления какой-то иной информации, либо же кто не получил ответа, будут предоставлены соответствующие направленные запросы, ну и мы можем пояснить более что-то детально, более подробно. Спасибо. Подождите, давайте вопросы. Граждане, Давайте мы закончим. Вы, наверное, сами понимаете, если допущено нарушение со стороны какого-либо лица, должностного лица, и в действиях лица должностного, либо любого гражданина усматриваются признаки уголовного преступления, если соответствующие правоохранительные органы усмотрели, то, конечно, он может быть привлечен. У нас Уголовно-процессуальный кодекс говорит: основания и поводы для привлечения к уголовной ответственности. Имеются основания, имеются поводы. То есть, если правоохранительные органы находят основания для привлечения к уголовной ответственности, то этот вопрос должен быть решен. Но вы, как заявитель, если вы обратились, и вы не получили ответа, трехдневный у нас, 10-дневный там дает срок, месяц, ну и 3 максимально. Если вы не получили никакого ответа, то такое не должно быть. Я полностью согласен. Если отказано возбуждение, прекращена проверка, вы должны видеть, чтобы в дальнейшем это обжаловать. А о том, еще раз повторю, если есть признаки уголовного преступления, ну поймите, я не могу, не зная о том, что у вас за обращение было, что-то сказать. Но если признаки усматриваются, то этот вопрос должен быть решен. Таким образом. давайте экономить время. Да, я прошу прощения, давайте мы закончим нашу логическую часть вопроса. Если по регламенту это возможно будет, тогда вопросы будут задавать. Да? Я уже заканчиваю. У меня только вопрос. Поднимите, пожалуйста, руки, юристы здесь.
Ну, кто-нибудь сможет оценить в процентах, сколько это? 3, 5%? Я не знаю, 1%, 3%. Я просто, мы сейчас, смотрите, не-не-не, это, ладно, это чистое совпадение. Нет, это чисто совпадение. Я просто что хочу сказать. Мы в конечном итоге сваливаемся в сторону юридическую. Я не юрист, но я разумный человек. Если зашло 800 человек в здание кинотеатра, проголосовало 1900, это невозможно. И как мне юрист может сказать, что законом это не предусмотрено? Ну, вы согласны с этим, что это ненормально? Я со своей стороны заканчиваю. Спасибо Валерию за готовность помочь нам в инициировании с вашей стороны, со стороны депутата, рассмотрения этого. Мы это сделаем, да, когда вы передадите документы, мы это сделаем, даже не сомневайтесь. Вопрос в том, что мы получим. И еще у нас от юриста есть уточнение. Просто, наверное, немножко раньше нужно было подойти. Юрист поговорил. На самом деле у нас предложение немножко другое. Мы прекрасно понимаем, что ЦИК сейчас ничего не рассмотрит. Это как бы очевидно, и вся процедура обжалования, которая попытка была, не увенчалась успехом, но вот девушка уже правильно обратила внимание, что есть еще немножко другая сторона медали, и речь идет о возбуждении уголовных дел по 192 статье. И с вашей стороны мы бы хотели видеть поддержку в виде направления представления правоохранительные органы по тем фактам, которые мы, естественно, вам передадим, потому что речь идет, по сути, о совместной работе. Мы со своей стороны подаем заявление, и этот процесс уже пошел. На самом деле, о чем речь шла? Ключевое нарушение, оно заключается в том, что у нас есть информация, вот эти вот подписи, которые собраны, по сути, под заявлениями правоохранительных органов о возбуждении уголовного дела, где сказано, что каждый из нас голосовал за Тихановскую, и он предупрежден от уголовной ответственности по 400 статье Уголовного кодекса, то есть это фактически уже подготовленное обращение в правоохранительные органы. На противоположной стороне у нас протоколы, которые иногда в 3-4 раза содержат меньше голосов за Тихановскую по разным участкам. Так вот, это и есть тот правовой механизм, который сейчас остался, потому что если вы обратитесь в ЦИК, мы примерно знаем ответ, который вы получите. Вот поэтому и мы предлагаем совместно, поскольку это по сути направление материалов с двух сторон. У вас свой инструментарий, у нас свой инструментарий, и мы хотим согласовать вот это дело, и в принципе мы готовы предоставить материалы, которые у нас есть, фактура, копии тех документов, которые мы собрали, подписи, ну и, соответственно, те иные нарушения, которые были саккумулированы за весь период всей избирательной кампании по нашему округу. Ну, мы договорились, так? И я думаю, что надо вам тоже обменяться с Александром телефонами, хотя они есть и на сайте депутата, да, и так далее, но тем не менее, я думаю, что ВКонтакте вы сможете подготовить правильно оформленный документ. Если вы даете дату, то... Да, конечно. Окей. Следующий блок касается применения насилия после выборов. Его взят на Юрий Григорьевич. Приглашаем. Да. Добрый день, соседи. Мы, наверное, не будем заходить на трибуну, поскольку у нас будут приглашенные. Эта часть, этот блок, мы бы хотели сообщить, что этот блок является следствием тех действий, результатом первого блока, результатом того, что, как вы верно, Валерий Иосифович, заметили, народ вышел на, вы сказали именно это слово, которое каждый из нас поддержит, на вот эту вот мирную акцию. Как наш свидетель потом, видимо, тоже скажет, был отключен интернет, и следствием того, что люди находились вне знаний, и было непонятно, каким образом получились эти результаты, получилось, что многие люди вышли на улицы. Наш блок посвящен насилию со стороны силовой структуры, и, видимо, это не менее важный, но более эмоциональный блок. В связи с теми заявлениями, которые мы слышим со стороны высших чинов власти, у нас создается впечатление, что народ, ваши избиратели и власть живут в параллельных мирах. Мы бы хотели сейчас
чтобы вы увидели то, что ваши избиратели, ваш народ видит из своих окон, своими глазами, через окна своего автомобиля. Видео будет очень эмоциональное. Оно содержит насилие строго 18+, для людей. Пожалуйста, да, Со если слабой нужно психикой, детей. пожалуйста, покиньте зал, может быть, на время, пока мы будем воспроизводить видео. 5 И минут обязательно будет. детей вывести. Просьба деткам выйти из зала. Ждем. Все в безопасности, да? Можно начинать. В моем городе, в котором я родилась, мне так страшно не было никогда. Что вы творите, суки? Простите. Октябрьскую РВД. Очень много людей лежат штабелями. Их бьют и издеваются. Ты сейчас ляжешь. Граждане, пожалуйста, воздержитесь от комментариев. Это Гипов в Серебрянке. 94-й округ. Как мы видим, прохожие даже боялись подойти помочь. Это девочка. Это студент. Лицей БГУ 1 сентября 2020 года. Человек просто душит студента, обратите внимание, через минуту он просто уходит. Он его замучил и пошел дальше. Почему вы не в форме? Почему у вас лица закрыты? Предъявите ваши документы. Товарищи бандиты, предъявите ваши документы, если вы работаете в соответствующей форме. Я вызываю милицию, вызывайте. В моем городе, в котором я родилась, мне так страшно не было никогда. Спасибо. Да, нашей задачей не было продемонстрировать все, что происходило, просто, ну, скажем так, показать некоторые факты, то, как это происходит на глазах народа, ваших избирателей. Сейчас мы хотели бы, ну, это видеоконтент, возможно, кто-то попробует его трактовать как монтированный, или, может быть, там какие-то неживые люди, актеры. Мы, в свою очередь, пригласили людей, кто пострадал в результате мирных протестов или просто, как казалось, вышел на улицу.
приглашаем Шевструк Константина. Он был очевидцем задержания. Сейчас он коротко, но емко расскажет нам то, что видел. Здравствуйте всем. Волновался, не знал, как сказал, посмотрел все это, успокоился. Говорю коротко, домыслите сами. Во-первых, спасибо молодежи. Мне 54. Вот мой последний, кстати, аргумент моим оппонентам на заводе, я говорю, я вот помру, мне будет что сказать. А ты делал и ничего не делал. Но я тоже мало что делал. Коротко. Я был в отпуске, я не интересовался политикой до августа. В августе я уже знал, что я за Тихановскую иду. Просто знал кого. Второе. На выборы я приехал с дачей. Ничего не знаю. Интернет отключен. На даче тоже нету интернета. Проголосовал. 10-го иду в гости на день рождения. Интернет не работает. Подчеркиваю, ничего не знаю. Мне звонят с Питера по роумингу. Что у вас там творится? Дочка звонит. Людей убивают. Где? Пока на стол готовится, я пошел посмотреть. Честно скажу, пошел посмотреть. Не говорит, пускай мне никто, что организованный митинг. Не было интернета, мы не могли организоваться. Доехал до Пушкина. Люди оттуда валят перекрытое метро. Я пешком на перекладных к Стелле. Вот тут самое важное. Я хочу подчеркнуть, что у меня 17 видео снимал, сам лично, я это видел. Не было, на мой взгляд, ни одного примера, ни одного признака, что был митинг. Люди метров 10 друг от друга. Просто гуляют. В Видео у нас есть, мы нормальном городе после работы на пересменке теснее, чем там было. Вот где гостиница, оттуда уже я пришел в 7, буквально 5 минут 8, я постарался прийти к 7. Линия ОМОНа, и я думал, что они нас, гуляющих, со стороны этого пустыря охраняют, потому что оттуда вели людей из перехода. Я стоял возле ОМОНовцев, первых 3 видео я снимал, просто я не вытянутой руки, пока мне один ОМОНовец не сказал, иди отсюда. Я говорю, почему я гуляю? Он, иди, здесь митинг. Я понял, я не дурак, говорю, далеко он, 100 метров минимум. Вот я остался жив. Я отсчитал 2 пролета между фонарями. Остальные видео я снимал на расстоянии уже 100 метров. Хочу подчеркнуть, на моих видео колонна автозаков из-за Дворца спорта, куда нас оттеснили за 1,5 часа, просто постоянно выезжают. Вдоль дороги номера, машины без номеров с тонированными стеклами, откуда выскакивают по принципу. 8 человек выскочило, одного схватили, кружком окружили, в машину бросили. Набили машину, подъезжает автозак перезагрузкой. Есть видео, почти 7 человек там загружают. Народ молчит, никаких митингов, криков, скандирования. Только когда по 7 человек вот они не влазят, они говорят, что же вы делаете? Это не митинг. Это не повод ОМОНу хватать людей. Я хочу подчеркнуть, ОМОН ни разу за то время, как там был, а я был 1,5 часа до 8:30, по громкой связи не предупредил, расходитесь. Я считаю, вот я сейчас спокойно оправдываю, что я эмоционален. Я считаю, что, вот я посмотрел по Википедии, это автогеноцид. Называется, когда часть народа уничтожает другую часть. И я хочу сказать, что я думаю о том, что вот этим вот жестоким 10 числа и последующие дни, 9 уже началось, вот эти дни событиями, это был специальный замес, чтобы смазать кровь этих, с одной стороны, глупых ребят, я имею в виду ОМОНовцев, с другой стороны, нас. И теперь мы на таком противостоянии, что возможен автогеноцид. Это страшно. Я вообще-то вина не знаю кого, но мы догадываемся, кто. И поэтому я прошу вас понять меня, что я заканчиваю вот за ту молодежь, которая там. Я здесь. Спасибо. Константин Владимирович был очевидцем того, как силовики хватали мирных демонстрантов. Он об этом нам сейчас рассказал. А сейчас мы хотим пригласить пострадавшего от действий правоохранительных органов Вершинина Андрея Игоревича. Здравствуйте. Начну тоже просить очень коротко. 9 числа, не согласившись там с результатами выборов, я понимал, что люди пойдут на площадь, потому что это уже писалось до этого всего в интернете. 9 уже интернета не было. Я вышел, посмотрел, был около Стеллы
Приехал тот момент, когда там уже рвались гранаты. То есть я, человек такой прям не смелый, да, я посмотрел, я хотел одним куском домой приехать, и я уехал оттуда. Я поснимал буквально несколько видео, чтобы показать жене. Вся моя, вот эта история началась 12 числа. В ночь с 11 на 12 августа я ехал просто на машине через реку. Я не знал, что там происходит, да, там не было ни одного человека, грубо говоря, штатского. Там были только ОМОН, автозаки. Я ехал через Ригу, вез своего товарища домой. Вот, он попросил. Нас на перекрестке просто остановили, вытащили из машины, сказали достать телефоны. То есть вот это видео, которое я снимал, послужило вот конкретно поводом для того, чтобы меня начали избивать. Они кричали: сука, животное, сколько тебе заплатили. То есть, это вот такие слова, да, вот девушка попросила всеми словами говорить, которые ОМОНовцы говорили, я не буду. Там самые, адекватные слова — это животные, козлы, такое вот. Просто отбивали мясо от костей в автозаке. Я не знаю, если бы меня вытащили там с гранатой в руке из первого ряда, я бы, может быть, мог бы понять вот это вот насилие ко мне. Меня вытащили просто из машины. Кричали, сколько вам заплатили. Сказали в автозаке, говорили, что мы вас вообще сейчас в лес завезем, расстреляем. В автозаке просто били постоянно, люди лежали пластами. При переходе из одного автозака в другой нам кричали, нам сказали, чтобы мы кричали, там, я люблю ОМОН. Вот. Кто будет сильно кричать, того бить не будем. По факту били просто всех. Неважно, кто там кричал, не кричал. Во втором автозаке нас засадили уже в такой маленький стакан. Я не знаю, каких он там размеров, но нас туда засадили 6 человек. Стоять было просто невозможно. Вот. Нас туда засадили 6 человек, я там потерял сознание. Пришел в сознание, я уже, как оказалось, я был на Крестина. Меня били, чтобы я пришел в сознание. Потом поставили к стенке, то есть я там еще несколько раз буквально потерял сознание. Последний раз уже ко мне там подошел медик, который там работал, померил давление, дал под язык, сказал: на тебе таблеточку глицина, и сказали: забираем, забирайте этого на скорой. То есть до 6 утра я где-то валялся просто на земле. В скорую меня уже несли, я правой ноги просто не чувствовал. Там вот я вот скидывал, это моя карточка, то есть мои побои там описаны, какие там были. Скажем, там черепно-мозговая травма, травма живота, там гематомы по всему телу, основная там по ягодицам. У меня только один вопрос: за что, почему так, и кто за это вообще ответит, будет ли какой-то ответ? Будет ли наказание, последует ли наказание, потому что я написал заявление в Следственный комитет, мне там волонтеры, адвокаты помогли, составили заявление. Неделю назад, по-моему, я там подал это заявление с уведомлением, как положено, заказным письмом. До сих пор ответа никакого нет, и со всеми людьми, с которыми я общался, ни у кого практически нет ответа. Там у считанных людей, у которых есть ответ. Вот также моя машина на штрафстоянке оказалась с разбитым лобовым стеклом, с помятой дверькой, вырван бардачок, и документы вот лежали, прям книжечка с документами, да, там нет моих прав. По всем ГАИ, вот я проехал, там по всем городским ГАИ, куда меня направляли с одного в другое, нигде моих прав нет. В итоге мне сказали просто идти в Ленинское РУВД, писать заявление на кражу. Вот, то есть это единственный вариант, чтобы восстановить мои права, потом водительское удостоверение, точнее, там, без каких-то там, с минимальными там финансовыми затратами. Вот как-то так. Спасибо, Андрей. Спасибо, что рассказали мне свою историю. Спасибо, что пришли в собеседование, потому что надо сказать, что очень немногие люди отважились. Очень многие люди боятся прийти, и мы даже хотели попросить прийти психологов, кто их консультировал, но просто люди боятся говорить. Если можно, я бы сразу хотел сказать, вот по Андрею, он сказал, что он подал соответствующие документы, так, мы готовы взять это под контроль, да, естественно, потом уже с учетом ответов и так далее, опять же, вот, я очень рад, что у меня есть помощник, очень компетентный юрист.
Я думаю, что мы вместе тогда поработаем над вашей историей. Да? Так, для того, чтобы виновные все-таки были наказаны, потому что закон у нас один для всех. Да? У нас возбуждены. Так должно быть, друзья, коллеги. Это предусмотрено Конституцией. Закон один для всех. И так должно быть. Если такого не будет, если мы это не обеспечим, мы перейдем в стадию полного беззакония. И потеряем, и просто потеряем свое государство. Мы не имеем права. Пожалуйста, держим эмоции, мы сюда пришли для конструктивной беседы. У нас есть еще история. Я по Андрею Игоревичу говорю вам, что давайте тоже вместе тогда поработаем по этому вопросу. Хорошо. Соседи, пожалуйста. Все истории. У нас есть конструктивные предложения по поводу того, как помочь не только Андрею Игоревичу, но и другим пострадавшим. Об этом мы обязательно скажем. А сейчас мы хотим предоставить слово еще одному потерпевшему. Хмелевский Сергей Валерьянович. Задержан был во дворах Новокосовского сотрудниками в штатском, без какого-то то есть документов, никто не представился, скрутили, то есть избивали, закинули в машину, завезли в Ленинское РУВД, где постоянно тоже избивая, спрашивали, кто платит, сколько платит, кто координатор, такого плана. Потом передали другим людям уже в форме, опять загрузили в автобус, повезли, я не знал, куда везут, что, постоянно спрашивая, опять же, кто и сколько платит, сказали, опять же, пролез, сейчас вывезут, так и надо с вами, попроще будет, и нам, и всем остальным. Потом, как оказалось, меня привезли во Фрунзенское РОВД, где там почти день, ночь и день мы пробыли на коленях, головой в пол, в наручниках, и то есть воды практически не давали, если очень там попросить. После там проходили, описывали вещи, прямо на глазах людей избивали за любую символику, там, например, белые какие-то там были браслеты, да, то есть там то есть на глазах у всех избивали до потери сознания. Точно так же ударами переводили в себя. И все, потом завезли на Окрестино, где точно так же держали на улице, избивали, голову вверх поднял, удары, неправильно стал удары, опять же все время в положении, на коленях и головой в пол. Потом перегоняя, то есть ни еды, ни воды, ничего не давали, уже напоследок, уже под конец, как мы узнали, там, когда нас выпускали, дали пару булок хлеба на 90 человек, держали в таких стаканах, прогулочные дворики, где спали по очереди, да, то есть, потому что физически никак невозможно было. И воду распределяли между собой, потому что тоже там две бутылки 3 на 90 человек, там по глотку, хорошо, если это хватало. И постоянное избиение, если что-то не так, говорили, опять же, плохо вам живется, захотелось перемен, получайте, такой план. То есть это было целенаправленно, это выглядело как целенаправленная акция устрашения, потому что, людей реально избивали. Когда там с кем не разговаривал, 80, наверное, 70% людей, которые там находились, это были просто люди, которые проходили, проезжали, где-то стояли, которых забирали с улицы просто так. То есть ни в каких-то митингах там или еще не находились. Как-то вкратце, если так, то так, да. То есть было написано заявление в Следственный комитет, вот мне пришло ответ, что типа приостановлено, так как отсутствует заключение судебно-медицинской экспертизы, хотя она пройдена. Я приехал сегодня туда, они сказали, мы все рассматриваем, но неизвестно, когда это все будет. Пока что так. Сергей, спасибо вам за вашу историю. Мы приглашаем Изотка Николая. У него тоже очень тяжелая история задержания. Сразу хочу сказать, я не из вашего округа, но у нас таких встреч не проводят, так что спасибо за
возможность. Задержали меня вечером 11 числа, недалеко от моего дома, на Кунцевщине. Я шел домой, улица была пустая, никаких акций, ничего. Ничего запрещенного у меня при себе не было. Был белый бинт на запястье. На меня выбежали из дворов бойцы, как понимаю, внутренних войск. Там досмотрели меня, спросили, поцарапал запястье. Ну, я говорю, вроде того. Ну, все ясно, говорят, забираем. У них явно было задание просто набить машину этими случайными людьми из дворов. Со мной был мужик, который просто в тапках вышел на заправку за пивом и не дошел. Ну, ВВшники еще били только тех, кто выкрикивал или пытался с чем-то не согласиться. Но потом нас передали ОМОНу, отвезли во Фрунзенский РУВД. Там нас кинули на пол в спортзале, просто прохаживались вдоль рядов, били дубинками, топтали ногами. И вот этот ОМОНовец, который стоял на мне, он мне кричал: «Где теперь ваша Тихановская?» И вот еще хорошее: «Пока есть доблестная минская милиция, не будет у вас перемен». Еще нас выводили сниматься на камеру и опрашивали данные в комнатку рядом со спортзалом. Так понимаю, раздевалку, и кафель там был просто залит кровью весь. Той же ночью меня перевезли и других людей из спортзала на Крестина. И пока везли, тоже продолжали избивать, угрожали изнасиловать, пометить краской, там, отрезать волосы, все что угодно. Били в машине бутылкой с водой, так, чтобы лишних следов не осталось. Ну, следов-то не очень много, если честно, ягодицы не стал фотографировать вам. На Крестина нас поставили во внутренний дворик, как и всех. Места сесть для почти никого не было, и 10 часов мы простояли вообще без воды. А в туалет за это время вывели 6 человек, остальные, ну, ходили под себя и в этом стояли. Медицинскую помощь никому не оказывали. Там были сильно избитые люди, был там мальчик, даже несовершеннолетний, с разорванным боком пулей резиновой. Ну, потом нас рассадили по камерам. В моей 5-местной камере было 33 человека, там вентиляции почти никакой. Ну, понимаете, в каких условиях. Ну, через 2 суток меня забрала скорая помощь, у меня воспалилось прооперированное колено, впухло. Да, там приходилось очень много стоять на коленях, как понимаете. И я обратился к сотруднице, какой-то девочке-милиционеру, которая нас переписывала, рассказать, что не могу стоять на коленях больше. Она сказала: зачем вы тогда на митинги ходили? Еще скажу про мой суд. Он занял около 3 минут. Меня прямо там на Крестина вызвали в кабинет. Свидетелей на нем не было. Мне просто зачитали мой протокол. Ну и дали 15 суток, разумеется. И, естественно, время, место там было не то, как у всех. Еще хочу сказать, я говорил с людьми, с которых со мной задержали. И вот, ну, реально 80%, как сказали, они не участвовали ни в каких акциях. Их просто выхватывали из дворов, из машин. Со мной сидел просто таксист из Яндекс.Такси, который там довез бабульку на Каменную Горку. И им тут же разбили стекло, вытащили из машины. Еще были люди из Алми, гипермаркета на Каменке. Туда просто ворвался ОМОН и забрал всех покупателей. Это была именно что акция устрашения. Они хотели просто как можно больше людей забрать, запугать, избить. И вот это вот, как это, политические лозунги выкрикивали и применяли насилие там только сотрудники ОМОН. Вот что я скажу. И когда человека без всякого преступления вот, бьют, топчут ногами, угрожают, я считаю это пытки. И знаете, в пытках самое страшное — это не боли, не унижение,
Это можно терпеть. Самым страшным была неуверенность. То есть мы думали, а что если они так делают, потому что им можно, потому что они знают, что им ничего не будет, и что они правы, не победили. Я надеюсь, что будет не так. Я написал заявление в Следственный комитет, прошел судмедэкспертизу, уже больше 2 недель нет никакого ответа. Но мы будем ждать. Я все. Спасибо вам, Николай. Давайте поддержим аплодисментами. Это огромное мужество. Дайте рассказать какую-то свою историю. Все те люди, которые пришли к нам сегодня, это очень сильные люди. В процессе подготовки этого мероприятия мы бросали клич, и многие люди, отзываясь, потом сообщали о том, что они передумали. Действительно, это очень сложно, психологически очень сложно выйти и рассказать открыто о том, что они пережили. Также у нас есть данные от психологов, волонтеров, которые помогают пройти реабилитацию пострадавшим, о том, что есть большое количество людей, которые не то, что в Следственный комитет еще не готовы подавать заявление. И им сложно самим себе признаться в том, что с ними произошло. У нас есть еще одна история. Прокопьев Виталий Олегович проживает в Серебрянке. Еще один мужественный человек, который, будучи на Крестина, помогал всем тем, старался помогать всем тем, кто был с ним, несмотря на пытки, угрозы и избиения. Давайте его послушаем. Здравствуйте всем. Меня зовут Виталий, как видите, 79-го года рождения. До этого, законопослушный гражданин, учился, работал, служил в армии, служил по стечению обстоятельств во внутренних войсках с 97 по 99 год. После армии пошел работать. Хотелось защищать людей, право, верховенство права и все остальное. Решил устроиться в милицию. Устроился в отдел охраны партизанского района. Отработав 9 месяцев, я понял, что это не мое, ничего не разрешают, не учиться, ни как-то дальше продвигаться, вот какая-то такая работа и все. В общем, подал рапорт об увольнении, и через 2 месяца меня уволили. Ровно 9 месяцев я прослужил там. Ближе к теме. 9 августа, как и все нормальные граждане нашего государства, пришел на избирательный участок. Примерно около 2 часов где-то с детьми, с женой, с тещей, с мамой, с братом. Проголосовали, пошли домой. Вечером снова приехал к матери, встретились с братом, решили, пойдем посмотрим, что же мы там наголосовали, что же там все-таки получилось. Где-то без 15-8 вечера мы вышли из дома и пришли на участок номер 72, это ДК МАЗ Минского автозавода. Стали на ступеньках, не на ступеньках, немножко ниже, мы были втроем, я, брат и сосед. Никого рядом не было вообще, в радиусе 20 метров точно никого не было. Стоим, обсуждаем, смотрим, едет какая-то маршрутка, а впереди милицейский УАЗик. И сосед такой говорит, говорит, наверное, комиссию по домам повезут, потому что боятся просто так идти. Я говорю, может быть, наверное. Обыкновенная маршрутка, надпись «Титан», обыкновенное маршрутное такси. Останавливается возле нас и выбегает оттуда, человек 8, наверное, архаровцев в повязках. Черные майки, милицейские брюки, туфли. Явно не ОМОН, потому что, как-то ни по росту не вышли под ОМОН, ни по экипировке это не ОМОН. Подбежали к нам. Мы еще успели посмотреть так на часы, 19:54, то бишь простояли, наверное, минуты 3.
там на пороге, как бы там все видеокамеры, все, ну, все должно быть. На ДКМАЗ там много всего. Вот. И попросили нас пройти с ними в автобус. Мы спросили, ну а как бы, почему, можете объяснить? Говорю, давай, пойдем, вам там все расскажут и покажут. Где там? Ну, непонятно. Посадили в маршрутку, маршрутка сразу же тронулась с места. И нас повезли. По дороге поняли, что ну, к заводскому РУВД мы никак не поворачиваем, потому что едем в другую сторону. В конечном итоге привезли в Ленинское РУВД. Вывели, как бы привели в РУВД, там уже сидели какие-то два, ну, скажем так, не очень трезвых человека, прикованные наручниками. Вот, спросили за что, мы сказали, ну, не знаем, сейчас сказали, объяснят. Но в это время пришли, сказали, как, ну, давайте, там, снимайте шнурки, там, выворачивайте карманы, все, что есть, будем составлять опись того, что у вас есть. Ну, хорошо, опись, так, опись. Ну, составили опись, все хорошо. Сотрудники РУВД подходили к этим парням в черном, говорили, как бы, ну, что вы их сюда привезли, зачем? Те, ну, молчите, как бы, мы сами не знаем, поэтому лучше не открывайте рот, лучше так просто посмотрите. Но, как бы, сотрудники РУВД просто настояли, чтобы нас оттуда убрали. Нас действительно убрали из дежурки, завели в гараж. Вот. Посадили в гараже, мы там, не знаю, может, минут 15-20 находились. Стояли, разговаривали, еще шутили в то время, ха-ха, прикольно было. Вот. После этого опять пришли сотрудники РУВД и сказали, как заведите их, ну, в актовый зал. И мы пришли, ну, действительно, актовый зал, мягкие сиденья, там уже находились, как бы, находился один человек, который раньше сидел, один капитан милиции и курсанты Академии МВД третьего курса, там их, наверное, было человек 8-9, ну, видимо, в усилении, потому что там лежала амуниция, щиты и так дальше. Ну, сидели так, тихонько разговаривали, там где-то пришлось пообщаться еще и с курсантами, с этим милиционером, как бы спрашивал, как они относятся к этой стране, ну, как бы вообще вы видите, что происходит, что тут, ну, очень много беззакония вообще, что творится, людей задерживают, как бы хватают и так дальше. На что они просто молчали, покуда так ухмылялись, но не весело ухмылялись, в глазах была грусть и смотрели в пол, в общем, не разговаривали они с нами, просто слушали. Потом пришел сотрудник РУВД, сказал, что ну, давайте с вас снимем показания, как бы как вас задержали, что было, ну, подробно рассказали. Он записал все с наших слов, что пришли на участок, стояли, разговаривали, матом не ругались, лозунги не выкрикивали, к людям не приставали, там, в драку не кидались, но рядом никого не было, втроем нам драться, но вообще нет никакого смысла, мы вместе пришли. Записал, мы подписали, что да, как бы ознакомлены, с наших слов записано верно, и с протокола, вернее, согласны с тем, что написано. Через минут 15 пришел